Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные темы выпуска. К 1 сентября в новых условиях. Здесь ремонтные работы уже завершены. Остается только внести мебель и оборудование. В 2 школах Шатойского района завершили капремонт. В 75-летие новая книга. Она заслуживает этого внимания, заслуживает большего, чем мы можем даже и дать. В Грозном чествовали известного журналиста, публициста и писателя Азу Газиеву. Глубокий вокал, живой звук и дух родных гор. Атмосфера здесь потрясающая. Кажется, в каждой ноте оживает история самого высокогорного края. На Жаюртовском районе прошел республиканский фестиваль-конкурс «Эхо гор». Рота БПЛА батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» Минобороны России обнаружила участок, который противник использовал в качестве площадок для своих летательных аппаратов. Обнаружение врага произошло в Краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава региона. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил, на позициях были выявлены операторы разведывательных дронов, а также экипажи ударных гексакоптеров типа «Баба-Яга». После передачи нашим солдатам координат в работу вступил расчет ГРАД союзных подразделений. По выявленному квадрату был нанесен массированный огневой удар, внесший заметные коррективы в дальнейшие планы врага. Все их оборудование было уничтожено. Командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии Владимир Спиридонов посетил Чеченскую республику с рабочей поездкой. В ходе визита генерал-полковник провел рабочее совещание с руководящим составом управления Росгвардии региона, заслушал доклады по основным направлениям служебно-боевой деятельности, вопросам обеспечения правопорядка, боевой готовности подразделений и выполнению поставленных задач. Также командующий посетил воинские части Грозненского соединения Росгвардии, где проверил условия службы, организацию боевой подготовки и материальной техническое обеспечение. Особое внимание Владимир Спиридонов уделил вопросам противодействия беспилотным летательным аппаратам, ознакомился с работой мобильных огневых групп, техническими средствами и порядком их применения. Школы республики продолжают оснащать современной техникой. Обновление материально-технической базы призвано повысить качество образовательного процесса и создать для учащихся более комфортные условия обучения. Очередная передача оборудования состоялась в Шалинском районе. Подробности в нашем следующем сюжете. Работа по обновлению материально-технической базы учебных заведений республики продолжается. Образовательным учреждениям района были переданы 100 новых моноблоков. В ближайшее время школы также получат еще столько же ученических парт. От системы образования Шалинского района хочу выразить искреннюю благодарность главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянное внимание к вопросам образования, за поддержку школ и создание условий для развития подрастающего поколения. Особые слова признательности руководителю регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далазват Обалдовцин Аймане Несевни Кадыровой. Благодаря поддержке фонда Гора школан ще потребности хаджина компьютер шлуревой партнер шлуревой первый раз я царсан акции он полхал телевизор интерактивный доск ждает нер да им поддержки я шуваю фонду. В ходе визита Хошбауди Дааев осмотрел технику и обратился к руководителям образовательных учреждений. Министр подчеркнул, что развитие современной образовательной среды остается одним из ключевых направлений работы. Школа номер 11 города Шали стала площадкой для передачи техники, однако новое оборудование предназначено для всех школ Шалинского муниципального района. Использование современных моноблоков позволит расширить возможности образовательного процесса и создать более комфортные условия для обучения школьников. Моноблоки будут использоваться на новых площадках проекта «Код будущего», где учащиеся смогут осваивать программирование и развивать цифровые навыки.
Парты будут установлены в лаборатории. Также в школе уже функционирует беспилотная авиационная система. На базе учащиеся смогут изучить современные технологии и получить практические навыки. Передача новой техники и предстоящее поступление ученической мебели станут очередным шагом в укреплении материально-технической базы школ и создания современных условий для получения качественного образования. Поддержка образовательных учреждений республики остается одним из приоритетных направлений. Регулярное обновление материально-технической базы позволяет школам идти в ногу со временем, а ученикам получать знания в более современных и комфортных условиях. Дени Хамидов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. До начала учебного года остается чуть больше месяца, и в образовательных учреждениях республики продолжается масштабная подготовка. В школах обновляют учебные кабинеты, завершают капремонт и создают комфортные условия для учеников и педагогов. Как проходят такие подготовки в школах Шатойского района? В сюжете Турпалита Сумова. В преддверии нового учебного года школы продолжают свое обновление. Например, в 2 из них, находящихся в Шатойском муниципальном районе, провели капитальный ремонт. Внешний и особенно внутренний. В селе Лахаваранды школа носит имя Шаарани Джамбекова, чеченского ученого, выдающегося фольклориста. От качества кабинетов напрямую зависит комфорт и безопасность детей. Здесь ремонтные работы уже завершены, остается только внести мебель и оборудование. Как отметила директор учреждения Таиса Ахмадова, новые условия будут радовать всех. И 1 сентября дети придут сюда с особенной радостью, ведь все вокруг абсолютно новое, включая оснащение классов. Мы будем готовы к нашему новому учебному году. Какие условия были до этого? Условия у нас было, капремонт школы уже несколько лет у нас не было. До этого условия у нас проблема была. Условия были поскромнее, чем сейчас. Да, конечно, да. А сейчас вы, конечно, все видите. И как все у нас идет. У нас заменены все, внутренняя отделка, не все, двери, плитка, ламинаты. Сулейман Исламгириев преподает историю и обществознание. По его словам, с их стороны будет сделано все, чтобы дети получали необходимые знания. Самое главное для учащихся – желание и упорство в обучении. Как говорится, грех не учиться. Посмотрите, какие светлые, прекрасные кабинеты, оснащенность. Думаю, что детям должно быть приятно, и они должны быть стимулированы к тому, что они учатся в таких прекрасных условиях, и, соответственно, учеба должна быть на высшем уровне. Аналогичные перемены наступили в общеобразовательной школе села Ярыш-Марды. Здесь также проведен ремонт. Вскоре должны установить оборудование. Директор школы Райза Салсаева выразила благодарность руководству субъекта за возможность давать детям знания в комфортных условиях. Чуах мял ел, юш мял оборудование ел, столовый мял юш ел, бежит кабинет, чуах мял юш ел, кабинет труда обазар ел, все, что необходимо для педагогов и для учеников. Впереди еще больше месяца на подготовку к учебному году. Однако уже сейчас понятно, обучение начнется по-настоящему с чистого листа. Результаты будут зависеть от стремления детей к знаниям. Турпалита Исумов, Шамсуди Джабраилов и Бекхан Эбиев. Вести, Чеченская Республика. В рамках контроля за качеством и сроками ремонта коммунальной инфраструктуры мэр Грозного Хасмагомед Кадыров провел инспекционную поездку по ключевым объектам предприятия «Водоканал». В ходе выезда градоначальник осмотрел 2 крупных объекта – участок замены водопроводного коллектора от резервуара Р-9 до Старопромысловского шоссе, а также объект реконструкции канализационного коллектора. В текущем году в столице запланирована замена 35 километров водопроводных и 15 километров канализационных сетей. Реализация этих проектов позволит существенно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения. Многолетний труд, преданность профессии и вклад в сохранение национальной культуры. В Национальной библиотеке состоялся творческий вечер, посвященный 75-летию заслуженного журналиста Чеченской Республики Азы Газиевой. Центральным событием стала презентация новой книги автора, а коллеги, друзья и читатели поздравили юбиляра с заслуженными наградами и признанием. На мероприятии побывала Медина Мударова.
Аза Газиева окончила Чеченский государственный университет. После учебы начала свою трудовую деятельность в области журналистики. Ее первая заметка попала на страницы газеты «Грозненский рабочий». С тех пор ее перо стало мощным инструментом сохранения национальной культуры. Аза пишет уже более 50 лет. В 1968 году начала работать помощником режиссера на Гостелерадио Чечено-Ингушетии, а затем в районной газете «Ленинградская правда». С 1990 года публиковалась в издании «Даймох». Ею написано множество книг на чеченском и русском языках. Сегодня, оглядываясь назад, Аза испытывает только теплые чувства. Вы знаете, для меня было незнакомо тогда слово «журналистика». Ну, начиная с 8 класса я знала, что я что-то буду писать. Нужно стремиться к цели, поставить перед собой определенную цель и стремиться к этой цели. Тогда все получается. Дорогу осилит идущий. Вы знаете, дело в том, что я-то решила поставить последнюю точку над этой книгой. Думала, что я все сделала уже, но очень много просьб поступает продолжить двухтомник «Тхом Хадари Нохчичуэ». Я не знаю, сколько я проживу и что мне еще удастся сделать, но если Всевышний позволит, наверное, буду работать над третьей книгой «Тхом Хадари Нохчичуэ». В зале Национальной библиотеки нет свободных мест. Писатели, деятели науки, искусства, представители средств массовой информации и многочисленные почитатели творчества собрались, чтобы отметить 75-летний юбилей Азы Газиевой. Главным событием вечера стала презентация новой книги автора «Чеченский театр в лицах и судьбах». Это исследование посвящено становлению сценического искусства в республике и людям, ставшим его неотъемлемой частью. Коллеги по цеху и интеллигенция республики чествуют ее и в связи с 75-летием, и в связи с выходом очередной книги «Чеченский театр в лицах и судьбах». Аза заслуживает этого внимания, заслуживает большего, чем мы можем даже ей дать. И Аза еще является примером для других литераторов и журналистов, которые приходят или пришли только-только в профессию. Почетную миссию выполнил депутат парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев. От лица высшего законодательного органа региона он вручил юбиляру заслуженную награду – орден за развитие парламентаризма в Чеченской Республике за ее многолетний созидательный труд. Орденю за развитие парламентаризма в Чеченской Республике. Друзья и коллеги отмечают, Аза – удивительный человек, чей огромный талант, исключительная грамотность и эрудированность позволяют ей выражать мысли таким образом, чтобы произведения покоряли сердца даже самых избирательных читателей. Собравшиеся отмечали кропотливую работу, которую провела автор, чтобы раскрыть свои мысли и описать исторические факты с максимальной точностью и достоверностью. Следует отметить, что за особые успехи в своей трудовой деятельности Аза Газиева удостоена не только звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Среди множества ее наград есть медали за заслуги перед Чеченской Республикой, почетные звания «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» и «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Аза Газиева создала немало произведений. Одной из особенностей ее творчества является то, что почти в каждой публикации, будь то очерк или статья, читатель непременно знакомится с новыми, неизвестными для себя фактами из истории творческого развития республики. Медина Мударова, Алисхан Кацулов и Сесиль Вампукаев. Вести, Чеченская Республика. Сохранение национальной культуры и поддержка народного творчества остаются важной частью культурной жизни республики. Лучшие самодеятельные вокальные коллективы со всех районов собрались на фестивале-конкурсе «Эхо гор», чтобы представить свое мастерство и сохранить традиции народного пения. Слово Ахмеду Рамазанову.
Глубокий вокал, живой звук и дух родных гор. В Доме культуры имени Усманова Нижегородского муниципального района состоялся республиканский фестиваль-конкурс самодеятельных вокальных коллективов народного творчества «Эхо гор», посвященный Году горных районов. Год горных районов стал отличным поводом вспомнить звуки наших предков и подарить этому традиционному вокалу второе дыхание. Атмосфера здесь потрясающая. Кажется, в каждой ноте оживает история самого высокогорного края. На сцену вышли лучшие самодеятельные ансамбли со всех уголков региона. Главная цель конкурса не просто определить лучших, но и сохранить уникальное культурное наследие чеченского народа, передать молодому поколению красоту и самобытность традиционного вокала. Харава коллектив олашту, салиш олашту фестиваль шатиш, хара ус ансамбли донга фестивале. Поза салист хатс коллектив, я салист дику, масла. Салист дик хлар хадон, цунат бал лакара, она цун ансамбль сахал шиё вот юлдат. Он дальше махаду чайна, шай коллектив хаду. Нагасан салист чо оршвела. Конкурс проводился в номинации «Лучший самодеятельный вокальный коллектив». Участники рассказали, как проходила подготовка к фестивалю и поделились впечатлениями. По итогу определились победители и призеры. На бронзовой позиции расположился девичий коллектив Дашу Эзнаш Натеречного района. Второе место забрала группа Мягкохозна из Шелковского муниципалитета. Ну а триумфаторами стали мужской коллектив Голос гор из Нажаюрта. Всем вручили дипломы и кубки. Но, как признаются сами участники, главная награда – это возможность собраться вместе и поделиться творчеством. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.